Середина апреля практически. Выехал на рыбалку, завершение сезона. Будем ловить акцент чисто на щуку, на балансиры, на жерлицы. Что из этого получится, мы это увидим, ну, из нескольких репортажей, наверное, потому что еду на 4 дня. Материала, надеюсь, будет много. Так что не переключайтесь и досматривайте. Буду стараться сжато все снимать, чтобы самые интересные моменты, думаю, вам понравится. Смотрим. Вперед проехали чуть-чуть, и я даже не стал дергаться. And the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shot men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Решили поехать по воде, по озеру. Выдавило, но снегоход валится. Вперед проехали чуть-чуть, и я даже не стал дергаться. Во, полной воды, конечно. Сани держат. Что такое? Сегодня 10 апреля. Вода на льду. Ловим окуня на живца. Поедем щуку пробовать ловить. Вот что такое. Он говорит, подойди меня, говорит, сними. Рыба, говорит, клюет. Уже, говорит, замучился снимать. Вот, снимает. Главное поплакаться, и рыба сразу начинает клювать. Окунь на живца самое то. Сантиметров по 8, по 10 такие окушки. Поставим жерлица. Берет чуть-чуть от дна, поднимаешь мормышечку. Вот такие окушки вот клюют. Небольшие. Ну-ка покажи-ка, что за рыбка там. Вот такая вот рыбка. Отпустили. Пошел. И вот он где-то вот он плавает. Вот он. Прямо у моих ног. Ну, луночку найдет, лунок много. Уплывет к своим друзьям, к родителям. Но родителей что-то здесь нету, по-моему. Одна мелочь. Но нам, в принципе, такая рыбка и нужна. Штиль. Это штили, ребята. Заряжаем жерлица. Десятку мы в этом месте возле избушечки зарядим. Тройнички барракуда. Очень хорошие. Хороший тройничок.
Жало отлично, острое. $28. На них даже еще не садилась муха, ничего не делала. Ну, все. Выбираем покрупней. Да, давай крупного самого. Самого крупного грамм 35. Ушел. Вот. Ага. Ух. Мотособаки. Просто туда-сюда, туда-сюда. Так. Глубоко здесь, да. Ага. Понятно, сантиметров 80. 50. Все готово. Пойдет. Идем дальше. Ищем где поставить жерлицы. А тут прям все уже. Льда нету. Кто-то провалился. Лед 10 сантиметров, рыхлый. Угу. Ехать страшно. Ну мы же поедем. А то. Ну-ка, Андрей, сними-ка. Глаза сними. Я развернусь, наверное, и туда выйду просто. Вот там, да, вот, где поменьше воды. Я по бровке, наверное, все-таки проехать по правой, Виталик. Здесь уже, да. Здесь уже промоина. Такая, кто-то уже, видать, нырял. А здесь нету льда уже, все уже. Как проезжать? Вот по бровке туда. Выехать будет бегом-бегом. Бегом-бегом и все. Ты выйдешь оттуда, да, наверное? Где? Или по бровке. Не знаю. Я могу уже не выйти там. Я выезжаю туда. Ну давай. Аккуратно. Получилось! 2 недели назад были на этом месте. Вот сейчас вот уже пришел бобер. Накромсал здесь. Бессовестный. Так, утро 11 апреля. У нас работочка одной жерлицы есть. Проверяем. Вот что-то там. Палки какие-то непонятные. И ничего нету у нас на жерлице. До этого жерлицы проверили. Жерлицы проверили до этого. Видно, что живец пожратый, покусанный, обсосанный весь. То есть щука неактивная, подходит, его просто грызет на месте, даже жерлицы не срабатывает. Хотя чувствительные сторожки на жерлицах. Непонятно, что происходит. Но будем ловить дальше. Вот такой у нас клев. Мелочь клюет. Крупнее. Не поймет.
Стая пошла. Андрей испытывает мамушку. О, работает, да, мамушка? Катанчик. Ну, какой, покажи-ка. На ладони покажи, Андрей, сюда, мамушка. Покажи на ладони. О, такая штучка. А, таракан, да, вот этот? Ага. Лапки у него, блядь, что-то обломаны уже все. Ну, это не мешает ему ловиться. Потихонечку она. О-хо-хо. Вторая. Озерная. Светлая, озерная. Угу. Прям светлющая какая. Красиво взяла за губу, аккуратненько. Виталий профессионал, подсек правильно. Ну есть, то есть. Да. О, попалась такая щука. Заглотила. Озерненькая. Щука озерная. Вот такой у нас штука такая. Пинцет. Очень удобно. Рекомендую. Замотали кармашек. Ловим дальше. Опа. Ударил сразу. Ловим на балансир. Вот Андрей поймал окуня. Окунь! Погода какая, весна, ветер теплый, лед, вода, снегоход, никого рядышком нету. Отпуск. Просто кайф, кайф. А ну. Застолбили участок, в аренду взяли, и теперь ты хоть Хоть кто? хоть да, хоть техник летит, хоть что и делал, хоть твои деды, прадеды, им по барабану есть. Так и все в этой, под лозунгом Дима лесник отвел им участок под этот, под царню, ебальню, баню, банную хуйню. И все, и простого смертного не нашел.
у вас тут луки нет? Андрей, иди сюда, куда ты пошел? Там глубже, да? А, здесь глубже. Ну, стоит, наверное. Хорош. Ну, мужики удачно развернулись, да? Да, мы хотели наверх не хотели. А мы же вышли, вон тут чуть рядом были. Остановились. Там-то развернулись. Там-то развернулись, тут-то остановились. Племяш меня два недели назад был. Верховья Оторвался. Оба. Да. Поехали дальше. Так надо не надо складывать и не кидать. Надо Я складывать. сейчас сложу, Виталий. Сейчас поднесу ящик, сложу. Что ты, блядь? Двойная работа. Чё? Двойная. Повеселей, да? Вверх поднимается. Вверх поднимает, бьет. Ага. Как сыбить? Вот она. Банда стоит где. Косяк. Ты на блесну? Это сколько лыж? На мелкую мормушку идти. Белую, красную? Очень мелкую, блядь. А? Очень мелкую. Без разницы, что суешь ему до барабану. Очень мелкую. Нога не видно.
Да. Пришел Андрей, помощник, напарник, коллега и помощник. Снимает. Ой. Ох, погодка какая замечательная. Морда как первый будет, слышишь? Блять, нихуя. Ух, это да, это вот под бережком. Так, грамм 400. Не, даже только не думай. Ты что, протопоривай нахуй. Мы, короче, в Воронеже поставили сетку. Буквально за полчаса. Возьму-ка я бульчик у вас. Пока сидели, блядь, по полчаса утопли. Через полчаса вытащили, блядь. Такие окуня, блядь, пиздец. И потом через пару лет приехал. Че он нахуй повыдал, блядь. Стоит только показать, блядь. Так, мужики, без матов включил камеру налобную. Матом не пройдет, да? Да я там пикать, запикивать там. Времени столько. Запикивать надо. А чё, этот как его? Гоняют, да, за мат? Не, ну просто не будешь же выкладывать, блин. Не, ну в принципе да, потом смотришь неприятно его. Конечно. Да и самому неприятно. Особенно когда Когда родственники смотрят или дети твои. дети, да. Ну, у вас уже и внуки, наверное. Ну-ка, открой ротик-то. Пол. А зачем ты меньше поставил? Большому куску рот радуется. Не берет, сука, хуёво, блядь. А? Облесну же, рыбак. На ближнего он не берет. Да. Как 4 поймал. Уже ногой есть, блядь, здесь. Значит, это как не Непорядок. непорядок, а не это. Танки выскакивают. Не такой имеется в виду активный. Хотя? Ночью будет видно. А? Ночью фонариком. Да, фонарик. Фонариком хуй он будет ловиться. Он дурак. Да, не материмся, желательно, да. Ай-яй-яй. Тебе кто не подготовил. Да. Вы же будете себя смотреть потом. Маты, перематы. Что мне даешь? Да, не А тут. у тебя как называется это? Мужские увлечения Виталия Ковалева. Да мы в телефончике обменяемся, заходите потом. Зайдете. Я вас постараюсь кусок вырвать, где вы без матов. А ну. Не такой модненький, без матов. Внукам показать, да? Ну, скажу, красавцы рыбаки. Кто бы знал, да, что здесь в этом куске рыба стоит. А Колька знал. Я-то знал, но Сколько знал? А, Но не точно. А, вы знали, оказывается, я здесь. думал проверить, а
Вон оно что. Колька знал, но не точно.